Фамильная башня Цалаговых на этой неделе стала центром этнофестиваля. Чтобы познакомиться с культурой и обычаями горского народа, в Осетию приехали волонтеры из Ростова, Москвы и Удмуртии. К ним же присоединились и эксперты молодежного форума «Машук». Гостей принимали по всем правилам остинского гостеприимства, знакомились с традиционной кухней, правилами остинского застолья и национальными танцами. Наш корреспондент Марина Караева тоже побывала на этнофестивале и выяснила, чем еще удивляли гостей. Это башня Цалаговых в Унале. Восстанавливать ее начали в 2009 году. Сейчас здесь целый музей, представлены предметы быта предков. А еще здесь проходит этнофестиваль. Участники, эксперты форума «Машук» и не только. Виды, которые открываются с верхнего яруса башни, приводят гостей в восторг. Я очень люблю горы. Горы, на самом деле, хотя я сама из Санкт-Петербурга, но когда я поднимаюсь в горы или вижу всю эту красоту, у меня появляются мурашки. То есть настолько энергетически сильное место, оно, не знаю, заряжает на весь год. В этнофестивале также участвуют волонтеры из разных уголков России. Они помогли в организации мероприятия и, как признаются сами, узнали много нового и интересного. Например, как готовить национальное блюдо дзыкка и варить осетинский квас. Национальное блюдо, в целом просто потрясающая кухня. Такого в Москве не попробуешь. То есть здесь прям чувствуется, что готовили с душой, с теплотой рук. Это все, особенно в этом месте, атмосфера, конечно, прекрасная. Программа у участников фестиваля насыщенная. Спортивные соревнования, мастер-классы и знакомства с обычаями и традициями осетин. Они знают, где должны сидеть старшие, где должны сидеть младшие, что осетинские пироги нельзя резать, пока их не помолятся, не скажут слова Богу. Это все, что они приехали и изучили нашу культуру, узнали, они эту частичку заберут с собой в те регионы, откуда они приехали. Увезти с собой, к слову, участники этнофестиваля смогут не только впечатления. Также для гостей развернули ярмарку, где можно приобрести изделия и сувениры ручной работы. К примеру, эту матрешку в национальном стиле расписали акрилом за 4 дня. Таких здесь около 20. Выполнены они все в различном жанре. Этнофестиваль проводят не впервые. В прошлом году здесь же собрались порядка 100 человек. В этом году не меньше. По словам Заурбека Цалагова, интерес к культуре и быту осетин большой, поэтому такие фестивали организаторы намерены проводить каждый год. Марина Караева, Чермен Цураев. Новости Осетии.